на самом деле, вот о чем мы сказали, если федеральное законодательство четко разъяснит, что такое дорога, какие к ней требования, а что такое улица, проулок и так далее, то, в принципе, оно уже снимет все проблемы. Тогда действительно за районом останутся дороги, это крупные такие объекты, в том числе и в населенных пунктах они есть. А за поселением останутся все вот эти маленькие уличные моменты, да, уличные вещи. Поэтому вот, наверное, лучший был бы вариант все-таки, если федеральный законодатель уж поставил бы точку. И о чем говорили, что сегодня даже и судебные решения это противоречат друг другу. Почему? Ну, потому что нет этого понятийного аппарата. Ранее было четко все сказано. Дорожная деятельность внутри населенных пунктов – это за сельскими поселениями. 131 да, сейчас нас, законодатели, скажем, обязали закрепить уже региональным законом. То есть мы, конечно, можем дорожную деятельность вернуть в сельские поселения, но там возникнут другие проблемы. Там возникнет проблема с дорожным фондом. То, что внутри поселения нельзя будет пользоваться дорожным фондом, значит, денежки внутри поселения нельзя будет использовать, а это тоже не совсем правильно. Есть крупные населенные пункты, там есть Визинга, там Усть-Клом, Каркерос, где есть дорога, но населенного пункта, и тогда невозможно будет воспользоваться дорожным фондом. А это достаточно большие средства, от 15 до 20 миллионов рублей, которые есть в дорожных фондах районов. Поэтому, ну, тут действительно такая коллизия. И еще раз скажу, что если федеральный законодатель нам бы четко сказал, нам бы было бы легче и понятно. Вы возглавляли, наверное, один из самых проблемных районов в плане дорог, я думаю, да? Вот. Как вам удавалось справляться с этим, решать эти вопросы? Ну, я бы не сказал, что все удавалось. Нет, как раз вот я и тем спрашиваю. не менее, ну, давайте честно скажем, что все-таки за последние года 3-4 внимание к тому направлению большое. То есть вы даже сегодня посмотрите, основные средства направляются именно в Каркеросское, Усть-Кломское, Троицкое, Печорское направление. Ну и понятно, что основная вывозка леса сегодня из тех. То есть сегодня питание такое лесное нашего главного гиганта Монди происходит все-таки из этих районов. Поэтому фактически там больше половины идет. Поэтому, наверное, это правильно. Собственно, Ухтинское направление за счет газовых средств было построено, но те направления за счет, наверное, лесных средств должны было. Наверное, бьются дороги больше, чем другие. Ну, сегодня на самом деле не подняли этот вопрос по большегрузам. Это очень сегодня и больная, и ключевая проблема. Здесь вот целый комплекс. Первое, вот не подняли сегодня, ну, ограничено было время. Мы фактически объездными дорогами не занимаемся. Вот первая там ласточка хорошая была, это Каркеросская дорога. Но ведь есть ряд других направлений, где можно было бы сделать объездные грунтового направления, грунтовых дорог и освободить наши эти основные дороги. Далее тоже не сказали, водный путь. В этом году отказались от сплава. Но, тем не менее, там скажу, сегодня в проект федерального закона внесен водный кодекс, что появляется понятие, значит, водные пути регионального значения, когда даже можно будет определять те водные пути и направлять свои региональные средства на эти водные пути. То есть, ну, так, скажем, от сплава отказались, а на самом деле можно было еще за эти побороться. Ну и третье, это железнодорожный транспорт. Сегодня фактически скажем, предприятия редко используют данные виды транспорта. Поэтому вот нагрузка на автомобильные дороги большая. Автомобильные дороги. На самом деле во всем мире и, скажем, такая она равная нагрузка.